Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана распорядился ускорить сбор хлопка без потерь. Турецкие компании намерены участвовать в строительстве Ашхабад-Сити и второй очереди города Аркадак. В Туркменистане стартовали Дни армянской культуры и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием вице-премьера Атахалыева и Хакимов Филаятов. На совещании обсуждались вопросы аграрного сектора и реализации национальной сельской программы. Как сообщалось, прилагаются усилия для обеспечения сбора урожая хлопка без потерь и его бесперебойной доставки в пункты приема и на хлопкоочистительные предприятия. При этом отдельное внимание уделяется поддержке бесперебойного функционирования сельскохозяйственной и транспортировочной техники. Сердар Бердымухамедов распорядился держать под контролем своевременное и качественное выполнение всех сезонных мероприятий, особенно в рамках продолжающейся кампании по сбору хлопка. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов от имени народа, правительства Туркменистана и от себя лично направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания президенту Турецкой Республики Реджепу Таипу Эрдогану и братскому народу Турции по случаю национального праздника Дня Республики. Турецкие строительные компании рассчитывают принять участие в реализации второго этапа строительства умного города Аркадак и проекта Ашхабад-Сити. Об этом сообщил посол Турции в Туркменистане Ахмед Дамирок в своей статье, приуроченной ко Дню Республики. По его словам, с момента обретения Туркменистаном независимости турецкие компании успешно завершили в Туркменистане более 1000 проектов. В настоящее время турецкими компаниями реализуется в Туркменистане 19 проектов объемом 4,4 миллиарда долларов. Мы благодарны руководству Туркменистана за доверие, оказанное нашим компаниям, подчеркнул турецкий дипломат. Во дворце мукамов Государственного культурного центра Туркменистана состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Армения. Программу концерта составили народные мелодии и песни, классическая и эстрадная музыка, танцевальные композиции. Выступления артистов зрители встретили громкими аплодисментами. В рамках Дней культуры для жителей столицы организованы кинопоказы в кинотеатре Ашхабад и киноконцертном центре Ватан. Для нас большая честь представить армянскую культуру в Ашхабаде. Хотелось бы подчеркнуть, что взаимное проведение Дней культуры стало доброй традицией, которая еще больше сближает нас, наши дружественные народы. Дружба между народами Туркменистана и Армении имеет многовековые корни и продолжает развиваться в наши дни, сказал заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Даниэль Даниэлян в своем выступлении по случаю открытия Дней армянской культуры. В Министерстве образования Туркменистана состоялось собрание с участием руководителей вузов и среднеспециальных учебных заведений, посвященное вопросам цифровизации образовательной системы. На повестке была представлена и подробно обсуждена цифровая платформа Санлы-Билим, которая объединяет образовательные учреждения и их сервисы, предоставляя все необходимые данные и услуги через единое окно. Уникальная находка в библиотеке и музее Моргана на Мэдисон-авеню всколыхнула музыкальный мир. Куратор Робертсон Маклеллан обнаружил неизвестное ранее произведение легендарного Фредерика Шопена. Драгоценный артефакт представляет собой пожелтевший от времени нотный лист с изящным вальсом, состоящим из 24 тактов. Это открытие особенно ценно, учитывая, что последняя подобная находка была сделана более 50 лет назад. Несмотря на свою краткость, всего 80 секунд звучания, вальс является полностью завершенным произведением, хотя и короче ранних работ Шопена в этом жанре. Индийский бизнесмен Ратан Тата, скончавшийся в возрасте 86 лет в одной из больниц Мумбаи, принял решение оставить значительную часть своего внушительного состояния, которое оценивается в 91 миллион фунтов стерлингов, своей любимой немецкой овчарке по кличке Тито. Будучи холостым и бездетным, он решил оставить большую часть своего состояния не родственникам, а дворецкому, повару и любимой собаке. Полузащитник сборной Испании и английского Манчестер Сити Родри стал обладателем престижной награды «Золотой мяч», вручаемой журналом France Football лучшему футболисту сезона. Торжественная церемония состоялась в Париже. В минувшем сезоне Родри стал чемпионом Англии с Манчестер Сити и выиграл чемпионат Европы со сборной Испании. Также на церемонии были отмечены достижения других выдающихся личностей в мире футбола.
Возглавляющий мадридский Реал итальянец Карло Анчелотти был признан лучшим тренером. Лучшим вратарем во второй раз подряд был признан аргентинец Эмилиано Мартинес. Нападающий Гарри Кейн и Килиан Мбаппе разделили награду лучшему нападающему, а приз лучшему молодому игроку выиграл Ламин Ямаль. Эрик Тен Хаг покинул пост главного тренера английского Манчестер Юнайтед. Исполняющим обязанности станет его ассистент Рут Ван Нистелрой. Тен Хаг работал с МЮ с лета 2022 года. В прошлом сезоне красные дьяволы финишировали на 8-м месте в чемпионате Англии, что является худшим результатом клуба с 1990 года. Под руководством Эрика Тен Хага команда завоевала Кубок Англии и Кубок Английской лиги. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркмен Портал ваш самый надежный источник новостей.